Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский. Непривычное для меня и для вас время, дневной эфир на радио Крым Реалии. Я его поэтому даже сегодня переименую «Добрый день, Крым». Рад всем вам, кто включил свои радиоприемники, либо смотрит сейчас нашу трансляцию на канале радио Крым Реалии в Ютубе или в Фейсбуке. Сегодня мы будем говорить вот о чем в этот третий уже день Нового года. 20 декабря подконтрольная России Ялтинский городской суд принял решение о принудительном выдворении Евгения Гайворонского, цитирую, с территории России. После этого Евгения Гайворонского вывезли из аннексированного Крыма в Краснодарский край соседней России. До этого 12 ноября подконтрольная России городской суд Ялты решил признать незаконными документы, по которым ялтинскому блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. 1 января 2020 года Евгений Гайворонский приехал на материковую Украину, а точнее был выдворен с территории России, и по его сообщениям с запретом на въезд на территорию этой страны он переночевал уже в Украине и приехал уже в Киев. И сегодня Евгений Гайворонский, крымский журналист и блогер в нашей студии. Евгений, приветствую вас. Приветствую. Евгений, давайте так. Вот это небольшая предыстория, которую я только рассказал, но это, конечно же, не вся история. Вообще наш гость сегодняшний Евгений Гайворонский, о котором радио Крым Реалии рассказывало нашим радиослушателям и зрителям. Сайт Крым Реалии писал достаточно много. Но вот сейчас Евгений Гайворонский в 2020 году и, наверное, Евгений Гайворонский в 2019, 2018 и 2014 годах — это все разные люди, а может быть и в 2013 году. Но начнем мы все-таки не с этого. Мы начнем вот с чего, Евгений. Да? Как так получилось и где вы все эти пропадали? Если 20 декабря Ялтинский этот суд принял решение о вашем принудительном выдворении, и вот только 1 числа вы приехали в Киев. Где вы были все эти дни? Ну, во-первых, у меня есть мысль, что они все-таки побоялись меня напрямую вывозить из Крыма в Украину на Чонгар, да, потому что, во всем мире это признано оккупированной территорией. Вероятно, они захотели вывести именно с территории России, которая действительно является Россией, хотя с 2014 года эта фактически страны не существует, потому что они нарушили свою же конституцию, оккупировав Крым. 10 дней, это были мрачные очень 10 дней, потому что, во-первых, с самого начала было понятно, что все это будет беспредел и расправа, потому что суда еще никого не было, стояла уже их скотовозка Лада Ларгус, чтобы меня вести, там приставы, то есть как опасного преступника. Потом они вынесли решение, всю ночь везли в наручниках в багажнике, потом поселили в это учреждение. Это где было уже? Где вас поселили? В Краснодарский край, Гулькевичский район, село Новоукраинский. Оно называется «Центр временного содержания иностранных граждан». В реальности это депортационная тюрьма с жуткими условиями. Чтобы было понятно, там считается день за два, как в СИЗО. Я какие-то моменты пока не буду рассказывать, скажем так, люди в Украине, кому следует, все это знают, то есть действительно очень интересная история. Могу только сказать, что, во-первых, один из излюбленных приемов, да, это то, что нечистоплотных людей ломают при помощи гигиены, да, то есть чистое белье мне не выдали, там какая-то уже бушная, там простынка и одеяло лежали, зубную щетку мне выдали через 5 дней, зубную пасту я просил у других заключенных. Оно отличается от СИЗО только тем, что там большие камеры и то, что там можно ходить между камерами, то есть есть так называемый в блатном российском лексиконе продол. В остальном там, антисанитария, там бегают тараканы, там мрачно. Я думаю, чтобы вам было понятнее, раньше на том месте, где эта тюрьма, находился детское психиатрическое учреждение, то есть, соответствующая энергетика там. Что вы там, почему вы там так долго находились, и вот в эти все 10 дней там находились или нет? Я там находился, потому что это было указание с Крымом производить со мной расправу, потому что позвонили из Крыма начальнику этого барака, в котором я находился, сказали забрать у меня телефон, который по закону раз в день на 20 минут давали для связи, благодаря этому я смог там связываться с Малышевским, с консулом, который очень помог, там, с Эйдманом, да, там, и с Антоном Турупаловым, то есть они как-то, заранее мы надеялись на чудо.
И потом произошли там определенные форс-мажоры, да, то есть я в этой всей мрачной как бы ситуации был, то есть я вам честно скажу, ну это действительно было очень страшно, то, что ты превращаешься в какого-то вонючего бомжа, да, потому что там как бы, ну есть там вроде и душ, и все, но там оно настолько страшное, что я все-таки верил в счастливую звезду, в свободу и подумал, вот, блин, там разок попользуешься этим душем и какие-нибудь заболевания подцепишь, и потом долгое время будешь лечиться. Вот, и потом, после того, как там произошли действительно удивительные события в этой тюрьме, я все-таки попал в список, который на выдворение именно в Украину подконтрольную Киеву, да. Причем, ну, так получилось, что люди, которые этот список составляли, они особо не знали, кто я, да, и не знали планов крымских милиционеров. Потому что крымские милиционеры мне говорили, что ты будешь там гнить полгода, мы тебя доведем до нечеловеческого состояния, потом мы тебя отправим в Донбасс в подвалы, потому что нам приходится выпускать Асеева, и нам нужны там еще журналисты в обменный фонд. А скажите, вы просто, опять-таки, уже сообщали о том, что с вами там находились, и во время перевозки также были люди, которых из России депортировали на неподконтрольные территории Украины. Как они разбираются, кого куда? Ну, там кого же на подконтрольную, кого на неподконтрольную? Они ж признают эти их фейковые бумажки под названием паспорта ДНР и паспорта ЛНР. Там как бы у многих такие паспорта, вот, и поскольку, ну, там учреждение не политическое все-таки, да, то есть там в основном гастарбайтеры содержатся, а поскольку, ну, с гастарбайтером, ну, в России-то смысла нет какие-то расправы совершать, и у гастарбайтеров спрашивают, куда тебя везти, в Украину, которая под Киевом, которая нормальная, или в так называемые ЛНР и ДНР. Ясно, вас спрашивали? Ну, мне как бы спросили сначала просто тетенька, которая не знала, кто я такой. Я говорю, мне в Украину. Она такая, ну, хорошо. А потом же начались эти события происходить, да, что мы телефон забирали и прочее, поэтому я не знаю, как что. Может быть, повезло, что была какая-то там такая смена, что особо не понимали моей фигуры. И новогодняя неразбериха, суета, все мыслями о том, как будут пить, это помогло. Я напомню нашим радиослушателям и зрителям, что мы работаем в прямом эфире 8 800 10 06 926. Можете позвонить, если у вас есть вопрос к нашему гостю Евгению Говоронскому, крымскому журналисту и блогеру. Звонки из Крыма бесплатные 8 800 10 06 926. Можете также написать свой комментарий или оставить вопрос под нашей трансляцией в YouTube или на нашей странице в Фейсбуке. И продолжим. Значит так, Евгений, когда вы оказались на материку в Украине? На материку в Украине оказался в полночь. Я хотел момент уточнить, что как бы везли вместе с боевиками. Боевиками-то меня немножко пинали. Там был такой Жаров с миротворца, вот его опознали вот ваши коллеги, да. И они кричали, звоните в ФСБ, он ненавидит Путина, он ненавидит Россию, вот из-за таких, как он, мы до сих пор до Киева не дошли, давайте его вывезем, мы там голыми руками просто убьем под контролем МГБ на территории ЛНР. И, конечно, были очень страшные 4 часа, пока выдворяли в ЛНР этих боевиков, а я сидел в «Газели» и ждал. Но, слава богу, потом довезли до уже границы с Украиной, с нормальной. Очень где-то поразило то, что там вот сотрудник ФСБ был, который вот именно выдворял вот у нас, мы как бы все нормально, у нас там вот зрачки есть, там сам зрачок, потом колечко, потом уже оболочка. У него просто вот черные точки, вот черный такой круг и все. И я думаю, мне помогло то, что я выглядел отвратительно, склокоченный, заросший, от меня воняло, потому что 9 дней не было условий для гигиены. И у них там, что со стороны России, что с нашей стороны, там просто будочки. У этого ФСБшника был такой, ну, переносной небольшой чемоданчик, который там откатывать пальцы, там пробить сим-карту, там сделать какие-то ксерокопии паспорта. Вот, сим-карта как бы не на меня была зарегистрирована, с этой сим-картой я как бы в общем доступе каких-то действий не совершал. Так. Вот, потом мне ФСБшник говорит, на тебя как бы ориентировочка, то есть, так понимаю, был психологический прием. Но я как бы как личность духовно сильная на это не повелся. Сижу там под дурачка кашу, он говорит, а чем занимался? Говорит, светодиодной технологиями занимался. Ну, это такое было, но было очень давно. А почему, говорите, вот в решении суда паспорта лишили российского? Я говорю, ну вот, там юрист продавал паспорта, там всю группу лиц, которую он продавал, провели там по уголовным делам, поэтому и решили. То есть, этот ФСБшник не понял, ну, кто я.
И слава богу, что все так прошло, это действительно было, ну, уникальное чудо, один шанс из миллиона, что эту границу пройду. И я ее прошел, как бы, ну, не знаю, может быть, это будет некультурно в эфире сказать, но до этого я узнал, что когда меняли на ЛДНР, там, беркутовец там показал средний палец Украине, я когда уже был там, где понимаю, что добегу до нашей границы, я им в ответ показал, как бы, да, то есть отомстил за Украину первым своим действием. Ясно. Евгений Гайворонский, крымский журналист и блогер, в нашей студии в Киеве сегодня. 8 800 10 06 926, телефон прямого эфира. С вами Александр Янковский. Евгений, такой вопрос. Скажите, ну вот это, конечно, я вас поздравляю с тем, что вы сейчас находитесь на подконтрольной территории Украины, не оказались там, не оказались в так называемых этих ЛДНР, но, тем не менее, теперь остаются у нас вопросы, которые очень важно, наверное, узнать нашим радиослушателям. Вообще, за что вас выдворили из Крыма или депортировали, не знаю, какая будет правильная в данном случае терминология, почему вас из Крыма, вот есть даже соответствующее решение суда о принудительном выдворении Евгения Гайворонского, написано в решении суда, вот этого подконтрольного России, с территории России. За что? Одним словом, за правду. А если подробнее, эта история началась 6 марта прошлого года, когда мне приехало маски-шоу, 12 автоматчиков в масках, увернули всю квартиру, все с нее вынесли. И такой жирный мужичок средних лет, я подозреваю, что, может, это был сам начальник центра Уткин, мне сказал, либо ты сейчас едешь к Аксенову, потому что у нас полный провал в информационном поле, в пророссийском, и начинаешь на него работать, потому что нам важно создать прецедент, что даже такие яркие лидеры протеста готовы дружить с Аксеновым, либо будешь уничтожен ты, там, твоя сестра и твоя мать. Ну, я как бы, опять же, я уникальный человек, не повторяйте мои поступки. Вот, я ему как бы на камеру сказал матерно-оскорбительно в адрес Аксенова. После этого, там вообще жесть началась в квартире, после этого они начали меня выставлять наркоманов, подделывать анализы. Потом летом уже были другие события, скажем так, я сталкивался с историей, когда генерал Туманов, тот самый, который задерживал Ходорковского, приезжал в Крым расследовать хищение Аксенова и Ростенко. И сначала казалось, что оно к тому и придет, потому что Туманов, мне прямо сам говорил, что и на Аксенова, и на Ростенко это конкретная статья бандитизм, да, то есть там громадные объемы хищения, воровства, собственности, то есть тотальный беспредел. Это о каких временных событиях идет речь? Это идет о временных событиях уже после начала оккупации, потому что после начала оккупации цивилизации правовое поле из Крыма исчезли, и фактически там начался феодализм, в рамках которого Аксенов просто отжимал все себе, всю собственность на южном берегу Крыма. А Ростенко был его правая рука, и там еще в этой истории есть такой нюанс, что Ростенко на каком-то этапе перестал делиться, перестал заносить долю Аксенову с наворованного. Из-за этого Аксенов послал бывшего сотрудника службы охраны Челпанова, своего помощника, расследовать, где ему Ростенко не додал его долю. И вот весь этот клубок, может быть, это как бы отдельный вопрос будет, отдельная передача, это большая интересная история. Но вкратце, что я личный враг Аксенова, Ростенко, да, и я лично на принцип пошел, чтобы их закрыть, как бы, чтобы враги пожрали друг друга, да, то есть Туманов с Аксеновым. Но чтобы вы понимали, я был в Крыму единственный, кто жестко давал показания, кто передал кучу документов, а, допустим, Спиридонов... Каких документов? Документы, конкретно доказывающие воровство земли, документы, доказывающие изменение вида разрешенного использования участков, документы, доказывающие, что уничтожаются заповедники, лесные зоны, то, что рейдерские захваты собственности происходят. Причем мы говорим не только о том, что там, у украинцев, да, отнимали, у украинских фирм, они сами своих же бьют, они у россиян, которые поддерживали аннексию. Скажите, какая была, история дальше вот этих документов? Во-первых, откуда они у вас взялись? Я понимаю, что это тема может быть для отдельной программы, но откуда? Да, все как есть, потому что там в Крыму они все как битва с жабой с гадюкой, да, кормушка-то у них сужаются, бюджетная, коррупционная, и там есть разные, так сказать, кланы, которые признают Аксенова, но друг друга пожирают. И как бы журналистики как таковой в Крыму фактически нет, и есть там, война компроматов. Я себя зарекомендовал как яркий, достаточно, мощный специалист, который кучу этих скандалов раскрыл, и чем больше я их раскрывал и публиковал в примечаниях, тем больше мне люди доверяли и передавали документы. Тем более я как бы человек, отвечающий за свои слова, я ни разу никому не сказал, кто и откуда мне дал документы. Хотя мне их из Совета министров Крыма выносили, из администрации Ялты выносили, откуда только не выносили.
Понятно. Хорошо, Евгений. Значит, разные источники. Окей, хорошо. А вот этим документам потом дали какой-то ход или нет? Им не дали никакой ход, этим документам дали такой ход, что Аксенов договорился с Генпрокуратурой, что сыну Чайки там какие-то громадные преференции в Крыму пообещали, ну какие конкретно, я не знаю. Закрыли дело против Ростенко, генерал Туманов был в бешенстве, что он самого Ходорковского закрыл, тут какой-то бандит с Крыма Ростенко, его, получается, переломал через колено. И ход документов был такой, что за то, чтобы они все исчезли, чтобы Туманов это дело не развивал, Генпрокуратуре отдали санаторий, раньше назывался Россия, сейчас Руссия, да, то есть фактически вот так вот было. Так, понятно, хорошо. Значит, сейчас мы, напомню нашим радиослушателям, если, может быть, кто-то не знает или не видит, с нами Евгений Гайворонский, крымский блогер и журналист. Его принудительно выдворили из Крыма, сейчас он на материковой Украине находится. Евгений, но смотрите, есть один очень интересный момент. До вот 2019 года, вы говорите, все это началось, да, в марте, вот такой жесткий прессинг вам начался. Но он и раньше начался, там были и слежка, и наружка, и когда Ростенко освободили, ну, я скажу прямо, да, я какие-то деньги зарабатывал, более-менее прилично, именно, ну, вот на войне конкурирующих кланов, да, то есть я при своих остаюсь, я рассказываю правду, да. Скажите, где вы рассказывали это? То есть это важно, да? В примечаниях я в основном писал, также в Фейсбуке. Севастопольское издание «Примечание» и Фейсбук. Вот смотрите, я, значит, беру Севастопольское издание «Примечание». Это материал, вы его, конечно же, читали, но, может быть, не читали наши слушатели и зрители. 22 марта 2019 года сайт «Примечания» вышел с таким материалом под названием «Патриот Гайворонский», которого мы потеряли. Официально заявляем, пишет «Примечание», что больше Евгений Гайворонский на сайте «Примечания» не публикуется. С 18 марта 2019 года сотрудничество с ялтинским автором официально прекращено, о чем редактор интернет-издания Виктор Едуха сообщил в Фейсбуке. Ну и так дальше. То есть отмечают, что вы, как внештатный автор, присылали в редакцию материалы на злободневные остросоциальные темы жизни Ялты, которые часто помогали обратившийся к нему найти справедливость. Одновременно он вел довольно активную жизнь в социальных сетях. Несмотря на то, что тональность некоторых его постов и комментариев содержала критику властных и околовластных кругов Крыма, не отвечала взглядам и убеждениям остальных сотрудников «Примечания», мы не считали возможным вмешиваться в частную жизнь независимого автора. Что же такого произошло 22 марта 2019 года, что вот они, или там 18 марта 2019 года, что они прекратили публиковать ваши материалы? Ну, произошло то, что я это давно уже, за долгое время до этого я уже все понял. Ну, скажем так, если бы я сделал заявление «Крым – это Украина» там в 2018 году, то мне просто бы там отбили бы голову и все, и не было бы кучи других и статей, расследований и интересных вещей. И я 18 марта 2019 года, зная, что Путин в Крыму, зная, что это больное на голову злобное существо, решил ему испортить праздник. Я написал пост в Фейсбуке «Крым – это Украина», а потом на телеканале АТР, понимая, что крымско-татарская тема для Путина достаточно болезненная, сделал заявление о том, что Крым нужно спасать от России, что Путин это преступник, что нужно срочно заявлять в Украину. То есть я вложил всю душу, чтобы максимально испортить Путину его пребывание в Крыму. На годовщину 5-летия аннексии. Понятно. Значит, я хочу тут напомнить, что, в принципе, все, вот, которые упомянуты здесь Евгением лица, они, конечно же, имеют право на реплику, на подачу своей вот этой картины, о которой рассказывает Евгений, потому что это один из главных принципов, но должна быть объективная картина. Но я напомню, что мы продолжаем беседу с Евгением Гайворонским, журналистом и блогером из Крыма. Евгений, окей, я понимаю, что вот вы написали этот пост, но до этого-то, до марта 2019 года вы не писали таких постов. Вы говорите, что вы, зарабатывали разными способами в Крыму. Что такого случилось в марте, что вы вот четко так проявили, стали писать, скажем что так, Крым – это Украина и так дальше? Критика Путина такая достаточно жесткая началась еще в 2018 году, то есть я достаточно часто писал там жесткие, осознанно оскорбительные реплики в его адрес в социальных сетях. То есть вы писали такие реплики и надеялись, с другой стороны, что это каким-то образом он отреагирует на эти реплики? Или что должно было произойти? Я надеялся, что мы же понимаем, что есть информационное поле, что это первично. Вот мы сейчас с вами общаемся,
У нас в мозгу происходят электродинамические процессы. Оно вот так вот все работает. И я, имея достаточно уникальные знания, принимал их на практике. Я верил в то, что надо начинать с себя, и чтобы каждый из нас внес свой вклад, чтобы уничтожить Путина и путинизм. Потому что реально, тяжелое международное преступление, это геноцид, это ужас. Понятно, но вы лишились возможности влиять через на большие аудитории, например, когда вам отказали тот же самый сайт «Севастопольский примечание». Да? Перед этим вы работали в «Комсомольской правде», если я не ошибаюсь. Да, «Комсомольская правда» это было вообще ужасное, мрачное место, это не журналистика. Там где-то месяца полтора еще было нормально, когда мы не касались политики, а писали там просто про дельфинов, там про парки и прочее. И пока там была Леонова редактор, нормально, адекватный человек. Потом там приехала с Перми, там некая личность вообще неадекватная, которая, реально там била сотрудниц, девушек, то есть тетка бьет девушек, да. Я вам скажу так, поскольку я уже в Украине, когда она в очередной раз нахамила девушкам и избила их, да, и когда я понял, что не журналистика, а пропаганда, когда мне было требование 5 раз в день позитивно упоминать Аксенова и огромные стоп-листы, что не писать, я с локтя этой Сизовой втопил, именно заступившись за девушек, как джентльмен. А почему сами девушки молчали? Они же журналистки, они могли выйти и сказать, что вот нас, вы говорите, бьют, например, да, и это можно было с помощью публичности таким образом? Я думаю, многие люди не понимают, что такое Россия, что такое вертикаль, тоталитарная система. Там, в принципе, все государство построено на том, что ниже подчиняющийся не имеет никаких шансов что-либо отстоять свои права со своим начальником. Только если какая-то серьезная межклановая битва, и человек может к какому-то другому высокопоставленному, скажем так, игроку подойти и в составе уже его клана сбить своего начальника. Угу. А когда какой-то, личный спор, это вообще никого не трогает. Допустим, я стоял у Карсоветского в кабинете на моих глазах, у меня глаза хорошо работают, я вижу его переписку в компьютере, ему присылают сотрудницы, почему нам в сентябре перестали платить премии, почему нам минимальная зарплата стала, разберитесь, пожалуйста, вы же генеральный директор. Он такой, да-да, хорошо. И тут же в чате редактору комсомолки в Перми пишет, там что-то у тебя девочки распустились, вопросы лишние задают, угомони их. Чтобы вы понимали, как оно работает. Понятно. Значит, Евгений Говоронский в нашей студии, а с нами сейчас на телефонной связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат, здравствуйте. Добрый день. Рифат, значит, вот Евгений, он сообщал о том, что вы помогли Евгению обустроиться в Киеве, во всяком случае, по крайней мере, пока что в хостеле. Скажите, пожалуйста, да, почему вы решили принять участие, почему решили помочь Евгению Гайворонскому? Очень громко сказано, но действительно человек оказался на территории, материковой части территории Украины. Его выкинули из Крыма, у него нет ни копейки денег, и буквально там на 1,5-2 дня я смог ему помочь с проживанием, но он дальше нуждается в такой помощи. У меня, честно говоря, нет каких-то особых причин, которые, возможно, вы подразумевали, когда спрашивали меня, почему я ему помог. Мы помогаем всем людям, которые оказались в таких очень затрудненных ситуациях, если мы можем помочь. Хотя понятно, что Гайворонский выпадает даже из этого ряда людей, потому что он один из тех, кто приветствовал вхождение русских войск в Крым. Но, тем не менее, каждый человек может оказаться в беде, и это не означает о том, что его при этом надо, добивать, не дай бог. Понятно, спасибо вам. Спасибо. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Я хочу, что Рифат Чубаров вспомнил, это 2014 год, что вы приветствовали российскую оккупацию. Давайте мы послушаем вместе с вами. Вы, наверное, слышали это много раз, да? Может быть, кто-то не слышал. Значит, Евгений Гайворонский в репортаже телеканала НТВ. Это 2014 год, если мне не изменяет память, это день так называемого народного единства в России. Это так называемый День России. День России, да, в июне 2014 года. Прямая. Я ощутил великолепный, настоящий русский дух, настоящую атмосферу счастья. Сегодня именно такой очень торжественный день, которого я ждал 23 года. А вы действительно ждали этого дня 23 года? Я этого дня не ждал 23 года. Если честно, я вам скажу так. Я приехал в Ялту как дауншифтер.
У меня, ну, достаточно хорошо все было, я был лучшим журналистом Донецкой области, меня звали из Киева в Москву на работу, я хотел уехать жить с природой, то есть я как дитя с чистого листа начинал жизнь в Ялте. И я подумал, что прикольно было бы выступить в телевизоре. А сегодня я всем, ну, как бы готов сказать, что вот это вот мое выступление, это является доказательством того, что Россия применила против крымчан психотропные технологии. Потому что сейчас уже, ну, любой вам нейрофизиолог скажет, что все процессы в человеческом мозгу электродинамические. Сейчас существуют приборы, которые считывают частоту. Соответственно, существуют приборы, которые могут эту же частоту передавать. Это элементарно. Допустим, посадим какого-нибудь человека под такой прибор и скомандуем ему думать там «Крым, Россия навсегда» и прочие лозунги, да? Запишем эту частоту, а потом будем ее излучать. Я лично видел большие черные машины с надписью «Спецсвязь ФСБ», и на которых черные большие такие трансляторы стояли на крышах. Поэтому я думаю, что это в том числе и последствия вот такого вот излучения, и этот как бы мой ролик на НТВ, он является доказательством вот такого грубого, так сказать, ментального геноцида России против Крыма. Хорошо, но даже если, ну, если можно в это поверить, в эту, или там, да, в эту теорию, то скажите мне, почему тогда с вами произошло такое вот превращение, если в 2014 году вы говорите о том, что вот вы этого ждали, этого момента, там, 23 года, потом в 2019 году вы говорите, что Крым – это Украина, вы даете интервью и рассказываете о том, что многие крымчане ждут прихода Украины. Что с вами произошло такое? Действительно ждут. А произошло то, что, как я уже сказал, действительно ребенок с чистого листа начал жизнь в Ялте, да? Дело в том, что я, ну, как бы родился, жил в Донецке, хотя я мечтал в Ялту уехать с детства. В Донецке очень сильны пережитки советского менталитета. Там людям внушается, что при Союзе был там рай на земле, а сейчас все разрушили. И, скажем так, я даже не то, что там тогда Россию в 2014 году приветствовал, все окружающие люди видели, что, точнее не видели, а верили, что возвращается некий Союз 2.0 СССР, в котором не будет минусов первого Советского Союза, а будут только плюсы. То есть, ну, за Россию в чистом виде, думаю, даже бы тогда бы многие не подписались бы, они реально думали, что Советский Союз под брендом Россия. И я как бы работал в общественной организации. Сквозь меня прошли там тысячи людей, были тысячи жалоб, я тысячи бабушкам помогал составлять обращения в органы власти. И потом начал разрастаться когнитивный диссонанс. Допустим, там в июне, в июле там, мы отправляем какие-то жалобы от людей. К концу года приходят отписки из администрации президента России, которые эти же жалобы отправляют тем, на кого жалуются. И ко мне люди приходят и говорят: там, наверное, у Путина какие-то злые агенты сидят и мешают ему наши письма читать. Они его от него скрывают. Как же так? Это же Путин, он же всем сказал помочь, что крымчане ничего не потеряют. И я смотрю, какой, ну, уже пошла огромная обратная связь к 2014 году, что людям их проблемы не решают вообще. И мне это стало для меня звоночками. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что я написал книгу, в которой очень подробно это все описал. И я думаю, эта книга должна стать очень серьезным инструментом для победы Украины в информационной войне. Вы уже написали или пишете я еще ее уже книгу? Написал, ее уже читал господин Чубаров, да, то есть он как бы хорошо ее оценил, поэтому надеюсь, что в этом году мы ее выпустим, да, и переломим события. А о чем эта книга? Книга, это, знаете, вот попытка перепросмотреть все происходящее. Я вспоминаю там 90... Вы имеете в виду Крым или вообще более широко? Вообще, смотрите, я считаю, что сейчас как бы, ну, самые горячие точки — это Крым и Донбасс, да? Я, получается, такой человек, детство которого прошло в Донбассе, но который всю жизнь связывает с Крымом, с Ялтой. То есть видел и то, и общался со многими людьми. Я вообще больше готов сказать, что агрессия началась с темы со сланцевым газом в Донецкой области, потому что России это невыгодно. Ага. А, кстати, Евгений, скажите, а почему вы решили, вот вы себя называете тогда, в 2014 году, дауншифтером, а почему вы уехали вообще из Донецкой области? Ну, почему вы переехали в Ялту? Я вам так скажу, я Донецку благодарен за, как бы, за друзей, там, за все хорошее, что было, за школу жизни, потому что он сделал меня сильнее. Если бы я не прошел Донецк и не прошел бы эту школу жизни, не выжил бы там, да, то я бы не добился ничего того, что сейчас. Но мне Донецк никогда не нравился. Я когда работал в нескольких новостях, когда меня там признали лучшим журналистом области, у меня вот мое рабочее место были карты Ялты, Ласточкино гнездо и календарик, в котором я вычеркивал дни до следующей поездки в Ялту.
То есть я регулярно уезжал в Ялту. То есть, как бы, ну, Донецк, я ему благодарен, но я этот город, как бы, никогда не любил, там в нем своя специфика. Кому-то вот нравится, кому-то нет. Хорошо, скажите, вот с 2010 года в Крыму де-факто вот весь высший менеджмент, так скажем, да, это он был из Донецкой области. Да. Вначале Джарты, потом вот правительство Могилева, ну и очень многие чиновники, они были из Донецка. Да. Ну не, может быть, не самого Донецка, да, но вот их так называли. Мафия. Да, вот так вот их называли. А скажите, пожалуйста, а почему тогда вот вы не приехали и не работали тогда вот вместе с этой командой? Ну, я расскажу как бы интересную вещь, думаю, никого не обидит, да, допустим, я общался с Борисом Колесниковым, с вице-премьером, который запустил Hyundai, и мы с ним общались лично, и мне кто-то сказал, что гостиница «Ялта Интурист» это как бы его, а я к нему говорю: Борис Викторович, возьми начальником пресс-службы. Он такой: тебя обманули, пресс-служба как бы не моя, и ну гостиница сама это не моя. Ну, то есть такой шанс был утрачен использовать мое донецкое происхождение. То есть вы хотели ресурс. в Ялте именно, да? Да, То есть... я пробовал в какие-то другие структуры устроиться именно в Ялте, но у меня не получалось. Потом я решил начать заниматься проектом «Монорельс». Это реально очень серьезный экологичный проект, кольцевая дорога Ялта, Севастополь, Симферополь, Алушта, Ялта. Уникальный, туристический вообще для региона. Я достаточно очень серьезных людей, близких к Ренату Ахметову, знал в Донецке. Я к ним пришел в 2013 году и говорю: давайте, ну вот как бы заниматься. Вероятно, они что-то уже знали, потому что они отреагировали очень прохладно и сказали: ну такие события грядут, что как бы не до того. Ну и в конце концов я подумал, что ну надо каждый кузнец своего счастья. Я с маленькой сумочкой уехал в Ялту в надежде на месте что-то найти. Бывало такое, что там голодал, по одному кусочку хлеба кушал, да. Мне звонили, приглашали там вернуться в Киев, в Донецк, в Москву, на работу нахожусь, сказал: ну я как бы предам сам своего себя, свою детскую мечту, если я уеду в Ялте. Вы пишущий журналист, да? Вы не снимающий, вы не радищик, вы Да, именно я пишущий журналист. да. Скажите, вы можете не отвечать на этот вопрос, но вы сами сказали, что когда пришли с обыском в вашу квартиру, там сказали, угрожали вашей сестре и вашей матери, да? Было То такое. есть я правильно понимаю, что вы не один жили в Ялте, вы жили с семьей? Я жила со мной моя сестра, ее молодой человек, но это как бы люди абсолютно аполитичные, они там, ну, молодежь, которая живет своей жизнью, скажем так, что я там в чем мог, там им помогал, да, тогда были какие-то возможности, они со своей стороны там, ну, помогали мне в каких-то нематериальных вещах, скажем так, да, вот, так мы как бы жили, и я, конечно, ну, это вообще жестко, потому что какое отношение, ну, мои родственники, которые вообще вне политики, имеют к этой истории. Я понимаю, но но что их крепить? Я в том смысле, что вы там были не один, у вас кто-то остался вообще, имеется в виду друзья, знакомые в Крыму, да, с кем вы поддерживаете контакты, или нет? Осталось очень мало друзей. Или все эти люди отвернулись от вас? Осталось очень мало друзей и знакомых, но это, кстати, я очень благодарен, потому что ситуация показала, кто мои настоящие друзья и знакомые, кто мне реально даже в такой ситуации не помогал, а кто стал переходить на другую сторону улиц. Допустим, там бывший мэр одного из поселков должен мне 100 тысяч рублей там, за определенные там услуги в соцсетях. И он мне прямо сказал: ты на Россию гонишь, вот ты никогда этих денег не получишь, хоть я тебе и должен, да? И такого плана ситуации были и в других как бы моментах. А что за услуги были? Вот о чем вы говорите? Что за услуги в соцсетях? Реклама какая-то, пиар или что? Скажем так, черный пиар. Не тоже там реклама, пиар, черный пиар, просто писать как есть, не молчать, допустим, о деятельности того же самого Челпанова, чье место там, пока он был мэром Ялты, рассчитывали занять там другие люди, скажем так, ориентированные больше там на Германа Грефа, там такого плана. То есть там Ялта, там это очень серьезный клубок интересов. Ясно. Ну, то есть вот вы, получается, вы работали как журналист, говорите, в «Комсомольской правде». Да. Писали для примечания. А что еще вы писали? Может быть, для каких-то изданий? Может быть, что-то вы еще писали за деньги? Ну, то есть, чем занимали? Потому что Ялта, наверное, все-таки не дешевый город для жизни. Ялта не дешевый город, да, но опять же, в Ялте дефицит какой-то правды и дефицит людей, которые не боятся называть вещи своими именами. Я как бы выехал на этом. Я участвовал, скажем так, в хозяйственных спорах, да, когда одна группировка
пытается снести, там, лишить свободы, отогнать от кормушки другую группировку. Я, Вы получается, имеете в виду на уровне города, да? на уровне города и на уровне республики тоже. И потому что я скажу, что ничего как бы тут противозаконного или противного в моей душе нету, да. Я просто, получается, получал документы уникальные, к ним доступ, да, и публиковал их со своей как бы аналитикой в тех же примечаниях и в том же Фейсбуке. И как бы, ну, я достаточно себя уважаю, считаю, что как бы, ну, любой труд должен быть оплачен. То есть да? вам платили за публикацию этих документов, то, Ну что да. вот за опубликование таких документов? Ну да, то есть какую-то часть, допустим, большую я писал сам от себя, потому что я так вижу. И даже на публикование этих документов, оно, в принципе, ничем не противоречило. Мало того, что правду рассказал, разоблачил, так еще и денег заработал. Мгм. Почему бы нет? Понятно. А вы не боялись, что эти документы, которые вам показывают, что они могут быть, ну, например, сфальсифицированы? Что эти документы, они специально сделаны для того, чтобы, ну, вот вы рассказывали господина Челпанова, например, для того, чтобы его там сковырнуть и занять его место. Ну, скажем так, что я, так как я работал в общественной организации, через мои руки прошло очень много документов, да. Вот, то есть я, ну, по крупицам, знаете, с первого уровня до высшего уровня примерно понимал, как выглядят документы, как они составляются и как они работают. Дальше скажу, что я действительно, это очень правильный вопрос, я к этому подходил серьезно. У меня было достаточно много знакомых, которых я использовал как независимых экспертов. То есть, допустим, сфоткал документ, через мессенджер послал и спрашивают, как так, прокомментируй. И мне человек говорит, да, это типа правильный документ. Я им скажу так, может быть, это покажется удивительным, но мне ни разу не присылали левых документов. То есть это все вот по вашему убеждению или там выводам, это все были оригиналы, ну, или копии с оригиналов, Первые да, копии, то есть да. первые копии с документов. Если говорить о суммах, которые там проходят, вот я так понимаю, это в основном какие-то финансовые документы, либо земельные, да, документы. Земельные в основном. А о каких вообще территориях, о каких денежных, может быть, эквивалентах идет речь? О денежных эквивалентах идет речь, что, допустим, участник ОПГ Селим Ростенко, да, друг Аксенова, по оценкам самых разных экспертов, заработал $30 миллионов на махинациях с землей. И по имеющимся разведданным, он отдал в Москве $20 миллионов, в том числе, чтобы поучаствовать в своем освобождении. Там грандиозные суммы, грандиозные земли. Я лично держал в руках документы, по которым для фирмы «Акар», это севастопольская фирма, которая финансировала Черноморский флот много лет, да, и тоже готовила аннексию. Им отдали землю, дачу Тесели, в Фаросе красивейшее место. Занизили цену на 2,2 миллиарда рублей. Это все замяли. Понятно. Евгений Говоронский в нашей студии, ялтинский журналист и блогер. И сегодня мы говорим вот о судьбе этого человека, который... Она так очень интересно складывается на данный момент. То есть вот с 2014, сейчас уже 2020 год. Евгений, а скажите, вот это ваша история по поводу лишения российского гражданства. Значит, вы были лишены 12 ноября подконтрольной России городской суд Ялты, это в 2019 году, решил признать незаконными документы, по которым, значит, вам, Евгению Говоронскому, выдали паспорт гражданина России. Когда вам вообще его выдали, этот паспорт? Мне выдали в 2015 году, я это прошел через суды, там был такой юрист Артем Стасюк, у которого там по Славянску Донецкой области фирмы были зарегистрированы, который поставил на поток изготовления документов, им там с России скинули болванку, как клепать эти заявления на установление факта постоянного проживания. Это была первая мафиозная коррупционная кормушка в Крыму, потому что Украина уже ушла, ну, точнее, вынуждена была уйти, Россия еще не зашла. Как кормить армию чиновников, силовиков, да, которые вот предали Украину, перешли на сторону России. Вот им и дали кормушку делать паспорта, там миллионы долларов бюджеты. А вы изначально знали, что вы не платили деньги, да, за получение этого паспорта? А вы знали, что это как бы такой вот, ну, такая схема, как бы там даже, ну, по российским правилам она как бы криминальная получается, такое получение? Ну, в 2014 году, я же опять же говорю, что я был еще чистое сознание, я еще ничего особо не знал, я уже чуть попозже это стал понимать. Вот, а потом я стал понимать, что в принципе все российские паспорта в Крыму, они левые, потому что мы опять же знаем пункт 415 Конституции РФ о преимуществе международного права над внутренним Будапештским меморандум, то есть общеизвестные вещи, которые грубо нарушаются. Понятно. С нами Евгений Говоронский в студии, ялтинский журналист и блогер, а далее мы будем говорить по телефону с Антоном Кореневичем, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Господин Кореневич, добрый день.
Доброго дня. Хотелось бы услышать ваше мнение. Вот сегодня здесь находится с нами Евгений Говоронский, которого вот подконтрольные России крымские чиновники выдворили из Крыма, и он сейчас уже на территории материковой Украины, он сейчас находится в Киеве. На ваш взгляд, вот есть ли у Украины вообще методы сейчас, инструменты для того, чтобы людей просто-напросто не выдворяли с территории Крыма, если они там живут на основании законных українських документів? Ну, по-перше, про ситуацію з паном Гайворонським ми знали давно, і ми з ним особисто спілкувалися, і спілкувалися з громадськими організаціями, які, власне кажучи, допомагали захищати його права як на території тимчасово окупованого Криму, так і на території Російської Федерації. Тож, безумовно, ми в представництві про цю ситуацію знаємо, і Україна як держава, вона, власне кажучи, турбується за кожного свого громадянина. Громадянство – це особливо, це так публічно-правовий зв'язок держави з громадянином, тому, безумовно, держава завжди буде робити все, що може для того, щоб допомогти і посприяти кожному нашому громадянину у захисті його прав та свобод. Щодо ситуації, яка існує на території Криму, то сьогодні тимчасово окупованого, то, безумовно, ми ж розуміємо, що це, по суті, сіра зона безправ'я, і Російська Федерація, направду, може робити дуже багато речей, які, ну, власне кажучи, виходять як за межі права, так і за межі банальної людяності, так, включно з воєнними злочинами, з злочинами проти людяності. Тож я думаю, що ситуація з паном Гайворонським, безумовно, вона може повторюватися. Важливо розуміти, що насправді в Криму є люди, які відмовлялися від так званого нав'язаного російського громадянства, і, відповідно, які мають право законне бути на території Криму, тому що це територія України. Ми в представництві займаємося питаннями нав'язуваного громадянства Російської Федерації. Зокрема, Дар'я Свиридова брала участь у міжнародному заході з цього питання у Королівстві Нідерланди у Гаазі. Тому ми це питання відслідковуємо. Разом з тим, ми, на жаль, наразі розуміємо, що на території тимчасово окупованого Криму держава-окупант дійсно може вчиняти дуже значні порушення в цьому контексті. Господин Кореневич, еще такой вопрос к вам. Скажите, вот возможно ли, да, то есть ваша трактовка, может быть, вот этим событиям, почему господина Гайворонского, если у вас есть, конечно, мнение по этому поводу, почему его везли так достаточно далеко, вот эти подконтрольные России крымские чиновники, вывозили на территорию соседней России, а не просто привезли его и не, знаете, не отправили там где-нибудь на Чонгаре или на Чаплынке или на Каланчаке? Я думаю, ну, це можуть бути зараз наразі лише здогадки, так? Я думаю, що правоохоронні органи автономії, вони більш чітко можуть встановити істину. Я думаю, що вони, безумовно, з паном Гайворонським спілкуватимуться, так, і з'ясовуватимуть в тому числі і ці питання і обставини. Наразі це можуть бути лише наші міркування. Я думаю, можливо, це пов'язано з тим, що Російська Федерація хотіла зробити так, щоб не було питання, наприклад, у держави Україна щодо того, так, з якої території цей громадянин, наразі це пан Гайворонський, потрапив на територію України. Так, тому що, безумовно, територія Криму – це Україна, і для України – це Україна. Тому, безумовно, ніякі процедури видворення з території Криму так неможливі, тому що Україна їх би, ну, ніяк би не сприйняла, і це юридично нікчемні речі. Але, безумовно, я думаю, що тут є багато питань, на які лише, напевно, правоохоронці автономії можуть дати відповідь і дослідити їх. Я впевнений, що вони це зроблять. Господин Кореневич, еще один вопрос. Скажите, вот в случае с господином Гайворонским, какая помощь может быть со стороны государства для Евгения? Ну, дивіться, представництво президента України в Автономній Республіці Крим працює 24 години на 7 для того, щоб допомагати нашим громадянам. Ми з паном Гайворонським, як я вже казав, були на зв'язку, ми знаємо цю ситуацію, і будь-який громадянин, в тому числі пан Гайворонський, може до нас звернутися, і ми просто тоді подивимося дійсно, що ми можемо зробити. Ми можемо робити багато речей, що пов'язано з документами, з відновленням прав і свободи, таке інше. Тож, ну, наразі громадянин в Україні, в нього є, так, я так розумію, українське громадянство, український паспорт, тобто вже це добре. Ну, а далі, якщо пан Гайворонський буде потребувати допомоги, ми і йому, і будь-якому іншому громадянину готові її надавати.
Спасибо вам, Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что мы работаем в прямом эфире 8 810 06 926. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. У нас в студии Евгений Гайворонский, ялтинский журналист и блогер. Сейчас он находится на территории материковой Украины. Евгений, чем собираетесь заниматься? Я... действительно, у меня много уникальной информации, знаний. Я надеюсь нести кардинальный перелом во всю эту гибридную войну, чтобы мы в самое ближайшее время вернули в Крым и в Украину. Также я понимаю, что у меня есть железные основания подавать ЕСПЧ. Я хочу против Российской Федерации подать иск миллионов на $5. 4 миллиона я хочу отдать детям, которых отцы погибли там в АТО из-за событий, связанных с Крымом, потому что самое дорогое у нас детство. А за агрессией России у многих украинских детей просто украдено детство. Поэтому я хочу вот этот момент, да, по деньгам решить. Далее я хочу издать книгу. И более того, я хочу сказать, реально, 21 век, реально, информационное поле. Если мне дать несколько нейрофизиологов, да, если будет поддержка от СБУ, если будет несколько человек, которые снимали сериал «Слуга народа», я гарантирую, что мы сделаем продукты, которые деоккупацию сознаний крымчан выполнят, и мы со всех сторон вернем Крым в Украину. А вы полагаете, что все-таки многое зависит от настроения самих крымчан? Или же от содержания их мозгов. Вот давайте такой пример. Вот, допустим, лежит ракета, да? Сама по себе она кусок железа. Так. Человек нажимает кнопочку, дает команду запустить ракету. Почему человек принимает такое решение? Потому что у него есть какой-то опыт, какие-то ментальные установки в голове, да, какие-то обычаи. И вот так оно все работает. Плюс, опять же, я могу сказать так, что социумом в Советском Союзе управлялось отдел статистики Центрального телевидения. Это уникальные вещи. Даже легендарный Валерий Балаян, автор фильма про Путина, оказывается, их не знал. Но это так. Я думаю, узкий круг лиц поймет то, о чем я на самом деле сказал. Да, я понимаю, может быть, да, но то, о чем вы говорите, но вопрос в другом. Вопрос в том, что это же оккупацию производили-то ведь не крымчане, да, были люди, россияне, которые это поддерживали, да, а россияне. А вы предлагаете воздействовать на умы россиян, или точнее, на умы крымчан или на умы россиян? Вот что вы предлагаете? Ну, мы крымчаны, в том числе, я вам так скажу, в России реально дефицит какой-то правды, каких-то реальных СМИ. Как есть, вымирают потихонечку поколения, которые получают информацию только из телевизора. Люди в основном в интернете, да? И поэтому считаю, что, используя новые условия, изменившийся мир, мы можем всего этого добиться. И я вам больше скажу, внутри России нет такого, что это некая там мощная фигура. И даже если она мощная, все знают выражение «сила женщины в ее слабости». Так, Евгений Гайворонский в нашей студии. Скажите, Евгений, вы будете пытаться вернуться в Крым? Я вернусь в Крым, когда мы его заберем. Я приехал в Киев до того момента, как Ялта снова станет украинской. Потому что считаю, что Ялта — это лучший город в мире. Она мне и жизнь спасла, и помогла очень многое понять. Понятно. Сейчас мы продолжим нашу беседу. Мы созвонились с вашим адвокатом Алексеем Бладиным. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Алексей, у меня такой вопрос. Скажите, вот ваш подзащитный, ваш клиент, он у нас сейчас в студии, Евгений Гайворонский, есть ли у вас какая-то правовая оценка тому, что произошло вот этому решению Ялтинского суда 12 ноября, когда вот признали незаконными документами, да, 20 декабря выдворили из территории Крыма Евгения Гайворонского. Насколько эти решения, они соответствовали даже вот российскому праву, российскому законодательству, на ваш взгляд? Смотрите, здесь надо выделить два аспекта. Во-вторых, законность с формальной точки зрения российского законодательства и законность в принципе, да? То есть есть такой очевидный жесткий пример, да, во времена Второй мировой войны в Германии законно было, так скажем, лишать жизни евреев, да, но это было, так скажем, несправедливо. И вот с точки зрения формально российского законодательства у Евгения на момент выдворения не было законных оснований находиться на территории Крыма, если предполагать, что Крым
там, является территорией Российской Федерации. Однако, если воспринимать с точки зрения международного права, то, собственно, согласно, как Евгений много раз, наверное, говорил, в том числе в эфире, согласно Будапештскому меморандуму, Крым является территорией Украины, и поэтому каких-либо документов, подтверждающих законность нахождения на территории Российской Федерации, представлять нет необходимости. А скажите, вы, вот как вы с Евгением вообще дальше продолжаете общаться? Будете каким-то образом обжаловать это решение о выдворении? Собственно, да. Хочу сказать, что срок обжалования еще не прошел. Я апелляционную жалобу со своей стороны еще не подал. Евгений, насколько мне известно, уже подал апелляционную жалобу. И, собственно, может создаться такой, так скажем, юридический казус, да, когда Евгения уже принудительно выдворили с территории Крыма, а решение еще не вступило в законную силу. И формально Верховный суд Крыма может признать решение суда первой инстанции незаконным, собственно, и отменить его. Хотя фактически-то мы понимаем, что такого не будет. Ага, то есть вы предполагаете, что даже там другие инстанции, они все равно оставят в силе решение вот этого суда Ялтинского? Да, как я, собственно, говорил, с точки зрения российского законодательства, каких-либо документов, подтверждающих законность нахождения на территории Российской Федерации, у Евгения не было. После того, как аннулировали его российское гражданство, собственно, признали документы, которые он представил в суд, не соответствующими действительности. Понятно, спасибо вам. Алексей Ладин, адвокат Евгения Говоронского, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что в студию у нас сам Евгений Говоронский, крымский журналист и блогер, который сейчас находится на территории материковой Украины. И тут мне кажется, это действительно очень интересный момент. А что если действительно вам вдруг отменят вот этот запрет предписание вас выдворить с территории Крыма? Вы поедете? Я хочу сказать, во-первых, важный момент, что нигде, ни в каких документах и базах нет отметки о том, что я пересекал на въезд границу Российской Федерации, да? Если мы говорим в правовом поле, это грандиозный правовой прецедент. Далее, в своей апелляционной жалобе я требовал отменить это решение, опять же, с точки зрения Конституции, Будапештского меморандума, и заявляя, что все российские органы власти, они незаконные, нелегитимные и оккупационные. И я написал, что я требую отменить решение, но что я готов максимально быстро выехать сам на территорию Украины, потому что моей жизни и здоровью угрожают опасности, потому что я личный враг Аксенова и Ростенко, от них было много угроз, да. И я вернусь в Ялту победителем, когда мы заберем Крым, и мы его заберем. А скажите, в 2019 году, уже когда вам стало понятно, да, что начался прессинг после обыска домашнего, после вашего задержания первого, почему вы не уехали тогда? Я вам так скажу, я действительно верю в чудеса и надеялся в Ялте дождаться деоккупации, да. Плюс там были такие моменты, что у них происходили выборы, и им, видать, было не до меня на лето. Также происходили забавные явления, то есть хочу ответить всем своим критикам. Ко мне летом, допустим, по линии генерала Туманова его соратники обращались: вот такой скандал, нам в Крыму такие серьезные репутационные потери Россия понесла. Давай мы тебе другой российский паспорт сделаем с другими цифрами, и тебя там не будут трогать. Я сказал нет. Потом подходили бизнесмены на Москву ориентированные, серьезные, сказали: вот какой ужас, нам Аксенов своими руками создал врага русского мира, они же не знают, что я давно в теме все понимаю, давай мы тебе $5000 дадим, вопрос закроется, ты перестанешь ругать Россию, хвалить Украину, будешь сидеть потихонечку проедать $5000, потом что-нибудь изменится. Потом мне несколько достаточно крупных российских СМИ позвонили, сказали, что такая ситуация, действительно, кроме тебя никто изнутри не пишет такие тексты, у нас полный правовом информационном поле, давай будем работать. Я сказал нет, потому что считаю, что все российское, оно оккупационное, я человек принципиальный, я поступаю так, сам считаю нужным. Ага, хорошо, скажите еще тогда такой вопрос, это не касается непосредственно вас, теперь уже, да? Да. Но, тем не менее, на ваш взгляд, почему
Почему? Есть такое мнение, что в Крыму сейчас нет свободных средств массовой информации. Или, может быть, они есть? Да их в принципе нет и не было, как, ну вот примечания, они что-то еще писали, и я вам сейчас расскажу очень интересную вещь. Есть в Крыму такой боевик Александр Слепинин, который живет в Гурзуфе, он есть в Миротворце. Он чуть не умер от... Почему вы его называете боевиком? То есть он... А потому что он мне сам рассказывал, что еще с 2009 года ФСБ финансирует деятельность в Крыму, и что они ездили в Украину еще с 2009 года и совершали разные диверсии против Украины. Он мне рассказывал в таком ключе, что мы вот верно служим России уже 10 лет, а нам не дали ни постов, ни бюджетных кормушек, и даже землю переоформить не могут. То есть у них такая обида, да, что они вот, ну, воевали, да, а их ничего им не обломилось. И вот он мне это рассказывал. И этот же Слепинин, он агент ФСБ, и он меня где-то, по-моему, 11-12 марта позвал: приезжай ко мне в гости. Я приезжаю, сидят там два персонажа. Показывают удостоверение сотрудники контрразведки ФСБ по Краснодарскому краю. И мне там начали рассказывать, что... Вот, ни в коем случае с украинской прессой, с крымреалиями не общайся, у тебя единственный шанс выжить — это как бы лечь под нас, да, потому что мы не можем тебе вернуть отнятое у тебя милиционерами Аксенова, но мы можем как бы вот сохранить тебе как бы жизнь. И мне сказали очень удивительные вещи. По закрытым опросам, ну как, вот этот про опросы — это вещь неудивительная, хотя то, что они мне их данные озвучили, удивительно. Большая часть населения в Крыму жестко против России, за Украину, и просто, ну как бы атмосфера страха мешает высказываться. И есть объективные вещи, потому что уничтожен весь бизнес, да, земли, которая ценность в Крыму главная, когда люди получали при Украине, Украина им давала землю. Россия хоть один земельный участок кому-то дала за время оккупации? Нет, ну кроме тех, кто связан с Аксеновым и кто за большую взятку его себе приобрел. И вот эти вот все куча факторов, они создают недовольство. И им сказали, что мы, ФСБ, очень давно внимательно читаем, и мы тебе позволяли работать, и даже с теми оскорблениями и Путина и прочее. Ну, во-первых, информация интересная, а во-вторых, потому что я создавал иллюзию законов России, что люди читали мои статьи, а в статьях же у меня были расследования, вот украли то-то, нарушили такие-то законы. И получается, люди выпускали пар, читая мои статьи. А почему тогда такой вот свисток убрали из Крыма тогда? Ну, да, если говорить вот да, этой терминологии про пар. Да, и почему они меня потом звали обратно писать? А я им скажу, я принципиально больше ни одного слова для российских СМИ, в российских интересах не напишу, пусть сам этот котел без свистка снесет максимально жестко и беспощадно. А если бы, вот вы говорите, если бы на вас бы не было бы такого прессинга, и вам бы продолжали бы давать возможность писать, вы бы остались бы там или нет? Нет, ну потому что, ну, допустим, я хочу такой пример привести. Вот вы, есть ученик 1 класса, есть ученик 11 класса, и глупо спрашивать с первоклассника то, что знает 11-классник. Просто ты когда понимаешь, что происходит на самом деле... Это, ну, ментальная тюрьма, это жесть. Даже когда у тебя есть деньги, ты там не чувствуешь себя счастливым. Я вот свободный человек, я хочу, ну, жить, я хочу жить, а не вот существовать, как вот в России, как рабы. Я вам так скажу, что мне стесняться-то? Я и по 100, и по 200 тысяч рублей там в месяц в России зарабатывал, да? Я мог себе позволить каждый день обедать в ресторане. Но у меня был какой-то постоянный стресс, какая-то беготня, вот это весь мрак, да, вот эта вот вся нездоровая энергетика. Но это не жизнь, как бы. Угу. Ну, интересно вообще. Вы знаете, Евгений, не часто мы, конечно же, сталкиваемся с такими людьми, как вы, я скажу честно, потому что как-то вот так получилось, либо очень редко кто события там 2014 года он переосмысливает и потом становится таким вот, ну, либо в ту сторону, либо в ту сторону. Я сейчас не скажу, что в какую-то одну, понятно, что всякое самое разное бывает. Скажите, на ваш взгляд, вот вы говорите про общественные настроения. А общественные настроения в Крыму, опять-таки, по вашему мнению, они сильно поменялись с 2014 года? И что больше всего повлияло на эти общественные настроения? Они кардинально повлияли, поменялись. Но повлияло то, что люди реально жили. Была цивилизация, да? А сейчас этого всего нету. Да, но какой-то узкий круг людей, близких там к клану Аксенова, они живут. А остальные люди не живут. И даже люди, у которых есть деньги,
они тоже нормально не живут, потому что Россия и Крым оккупированы, это и хищническая вселенная, они друг друга поедают постоянно, нет каких-то правил, да, нет какого-то правового поля. Ты можешь сегодня там иметь 2 виллы, там, кучу барышень там, и 5 рейндж-роверов, а завтра кто-то найдется выше, кому понравятся твои барышни и твои рейндж-роверы, приедет маски-шоу с ФСБ и тебя запакует. Этот стресс, он как бы влияет на всех. Исчезли нормальные продукты питания. Я вот честно, как бы 3 дня в Украине еще не довелось поесть нормальной вкусной украинской еды. Я так хочу ее покушать. Я надеюсь, что сегодня, что сегодня у вас это произойдет. Я напомню нашим слушателям, зрителям, в нашей студии был Евгений Говоронский, крымский блогер и журналист. Он теперь на материковой Украине. А вы слушали нашу дневную программу на радио Крым Реалии. Ее провел Александр Янковский. Всего вам доброго.